Здравствуйте! Это передача «История в настоящем». С вами я, журналист Лана Ильина. В Якутии после холодной суровой зимы жизнеобеспечивающие силы республики готовятся к следующему испытанию. Это весенний паводок. Своенравная сибирская река Лена каждый год испытывает людей на прочность. И сразу же после этого напряженного периода наступает пожароопасный сезон. Лесные пожары уничтожают миллионы гектаров леса, угрожают населенным пунктам, экономическим объектам. В последние 2 года правительству Якутии удается держать на контроле эту ситуацию. И сегодня у нас состоится разговор с первым заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрием Садовником. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы курируете вопросы жизнеобеспечения. В Якутии актуальны проблемы каждое лето с наводнениями, с пожарами. Расскажите, пожалуйста, о том, как выстраивается взаимодействие структур, начиная от федеральных властей до местного самоуправления. Действительно, вопрос лесопожарной обстановки, стихийных иных бедствий, как в любом регионе, в государстве, у нас стоит во главе угла. Стихийные бедствия по весной — это наводнение, и тут же по окончании паводковой ситуации уже приходит лесопожарная обстановка, которая у нас, к сожалению, прошедшие годы были, как говорится, в некоторых участках трагичны. Да? Лесопожарная обстановка 20-го, 19-го, 21-го года, они показали, что, безусловно, этому вопросу надо уделять большое внимание. В 2021 году у нас почти 8 миллионов гектар сгорело. После этого были сделаны колоссальные и правильные, считаю, выводы. И благодаря поддержке нашего главы региона Ильдархана Арсения Сергеевича Николаева мы с 2021 года работали с федеральным центром, увеличили финансирование, увеличили состав лесопожарных сил. Если в 2021 году лесопожарные силы были всего лишь 554 человека, то мы их увеличили почти 2 раза. И в 2022 году добавили мы 119 человек, а в 2023 году мы увеличили в разы. И сегодня эта цифра составляет 1203 человека. В части лесопожарных сил, то их у нас 371, парашютно-десантные пожарные силы, это у нас в 2021 году было всего лишь 221 человек, то в 2023 году их 555 человек. И здесь благодаря работе Арсения Сергеевича с федеральным центром в разы увеличено финансирование, что позволяет нам удерживать лесопожарную обстановку уже на контроле. Сегодня в 34 районах республики работают государственные региональные противопожарные службы. Увеличен их состав, улучшена материальная часть. Если в 2021 году взять, это была такая общенациональная трагедия, где были вовлечены от млада до старого, да, когда и население помогало, и оценка того, что население, благодаря населению было выстроены, в том числе населенные пункты, это абсолютно правдивая цифра, но в то же время надо сказать, что в 2021 году Арсений Сергеевич бил колокола, несколько раз общался с президентом страны по этому вопросу. И были привлечены здесь самолеты МЧС России, где Би-200 6 бортов стояли здесь на территории республики. Были привлечены работники Министерства обороны и солдаты, как раз они были сосредоточены в горном районе, в поселке Бескюр. И мы видели, смотрели всю ветровую нагрузку, всю лесопожарную обстановку. И сделали выводы, что если мы заранее не будем предупреждать и не готовиться к этому, то здесь, конечно, ситуация может усугубиться, и ситуация действительно может ежегодно превращаться в такую трагическую картину. Выводы сделали в том числе по ситуации, которая у нас угрожала по населенным пунктам, почти 70 населенным пунктам, из них 46 непосредственно пожар угрожал, и люди, и
лесопожарные силы и пожарные службы все это выстояли. С 2021 года добавлено более 20 единиц техники пожарной службы. Служба спасения составляет 267 человек. Выработана схема борьбы с ландшафтными пожарами. Создана аэромобильная группа. Сегодня в ней работает 71 человек. Стоит задача довести их количество до 100. Также значительно увеличено финансирование – более чем на 30 миллионов рублей. Это позволило обеспечить 18 резервуарами, бензопилами, полами, мотопомпами, ранцевыми огнетушителями и другими сопутствующими материалами, такими как, например, переносные кухни, питание. Служба спасения работает в 10 районах, по зонам получается. И они тоже вот, совместно с государственной противопожарной службой, совместно с лесопожарными силами участвуют тоже вот, в тушении ландшафтных пожаров, порой и природных лесных пожаров. Комиссии по чрезвычайным ситуациям время от времени проводит сам глава Арсений Сергеевич, и руку он держит на пульсе, и непосредственно он знает в целом ситуацию, как это решается, и как можно, где можно что попросить, если есть необходимость. Но мы в последние годы, и в прошлом году мы обошлись, мы считаем, да, таких трагических картин и показали максимальный минимум. Летом 2023 года был введен режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. Горели Магаданская, Амурская области, Хабаровский край, Якутия. Предупреждение, то один из главных наших правильных выводов, мы считаем, что это привлечение во время пожаров, до нее это работа самолетов-зондировщиков. Это первый в России самолет гражданской авиации с отечественным оборудованием по искусственному вызыванию осадков. Не по всей стране подобные виды авиационных работ выполнялись только самолетами экспериментальной авиации и воздушными судами с импортным оборудованием. Как только мы начали работать в 2022 году, да, количество пожаров и количество площадей, пройденных огнем, резко сократилось по сравнению вот с таким предыдущим, так сказать, годом. Я даже не говорю о аномально высоком годе по пожарной опасности, это 2021 год. Я говорю, так сказать, о всех этих годах и по средним показателям, и конкретно по каждому году. Эти 2 года показывают наилучшие результаты. Техника нового поколения, она позволяет делать, так сказать, засевы и обработку облаков в автоматическом режиме с любым режимом, так сказать, воздействия. Приборы измерительного вычислительного комплекса, тоже современные, они, значит, последнего, так сказать, поколения, они позволяют проводить измерения наиболее важных параметров, которые необходимы для принятия решения воздействия, не воздействия, сколько воздействует, как воздействует. И все вот это установлено на ваш самолет, на ваш Ан-26. Его назвали «Атмосфера», это такая модификация. Он получил, так сказать, легализацию, все документы собраны, все испытания пройдены. И более того, он уже работает с 20 июня этого года. Якутию я в первую очередь выделил именно потому, что она создала свой самолет. Ни одна республика или там край, там республика, административная единица, она свой самолет не имеет для этих целей. Этот самолет, он принадлежит вам, и он будет работать в основном у вас в республике. Поэтому в этом смысле, конечно, это большой шаг вперед. Работа зондировщика в этом году завершена, но будет продолжена в последующие годы. Работа по вызыванию искусственных осадков началась в нашей стране еще в 40-х годах. В первую очередь для увлажнения сельскохозяйственных угодий, также для работы гидроэнергетики, чтобы заполнить водохранилище. И в третью очередь для тушения пожаров, как для снижения класса пожароопасности, так и для прицельного тушения пожаров. Таким образом, работа зондировщика направлена не только на тушение уже возникших пожаров, но также на их предупреждение. И практика уже показала эффективность такого подхода. Но вот предварительное увлажнение пожароопасных территорий для снижения класса пожароопасности применено впервые в нашей стране и в мире в целом. И применено именно здесь, благодаря усилиям вашего руководителя, вашего главы вашей республики.
Именно в 2002 году он поставил эту задачу, инициировал эту задачу, и ее выполнили мы. Пожары уменьшаются у вас. Особенно, значит, в прошлом году классическое уменьшение. В этом году тоже уменьшение произошло. По сравнению со всеми пожароопасными сезонами, когда Республика Саха-Якутия горела каждый год у вас, понимаете? И в прошлом, и в этом году мы получили колоссальные, так сказать, положительные результаты именно по уменьшению самих пожаров. Пусть в мае мы работали 14-15 числа августа. Огромная площадь, в радиусе 100-150 километров все горело. Провели работы, 2 дня постоянно работали, большим серьезным фронтом воздействовали. Начало воздействия было даже в Хабаровском крае для того, чтобы всю воду, так сказать, нормальным образом вызвать на эти пожары. 15 числа ни одного пожара уже не было. Но это положительный эффект или нет? Понятно, что это комплексный эффект. Безусловно, это комплексный эффект. Наземные службы работают, мы им помогаем. То есть мы охлаждаем, снижаем вот эту, так сказать, пожарную активность, сбиваем, возможно, так сказать, пламя там как-то, для того, чтобы они могли бы нормальным образом работать. И только вот этот комплексный подход, будет приводить к положительным результатам. Этот опыт уже изучать, принимать, просят делиться и другие регионы. И я думаю, что у нас один из таких передовых опытов по тушению лесных пожаров. Если взять сравнение с такими ведущими странами, да, той же Соединенных Штатов Америки, мы видим, какая трагическая картина случилась с той же Гавайями, да, где погибли 110 человек, в Канаде, где эвакуировали несколько тысяч человек с населенных пунктов, где были потеряны населенные пункты. Тот же Казахстан, в котором погибли лесопожарные работники. Конечно, мы видим, что все равно климат меняется. Климат уже меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. И порой дает испытывать нас и работников лесопожарных сил таким, скажем, уроком, из которых надо делать, безусловно, выводы.